Сохранить национальную культуру – это главная цель проекта КЕОК. Он уже несколько месяцев реализуется в Хакасии. Один из самых ярких результатов – то, что хакасскую музыку теперь можно слышать со страниц книги, специально для этого изданной. Достаточно вооружиться смартфоном. Как это работает, расскажет Наталья Гармашова. Звуки читхана и горлового пения будто уносят вглубь веков, к истокам хакасской музыкальной культуры. 26 национальных инструментов дошли до наших дней, но голоса только 14 сегодня звучат в ансамблях, завораживая слушателя, особенно юного. Интерес детей к этническим мелодиям заметила фотограф Анастасия Пачина и придумала культурно-образовательный проект «КЕОК. Собери коллекцию хакасских инструментов». Для меня очень важно заниматься духовным развитием подрастающего поколения. Важно ребенка познакомить с той музыкой, которая идет от сердца. Хакасская этническая музыка создается вот так вот, прямо здесь и сейчас. Стартовал проект в июле на средства 400-тысячного гранта Росмолодежи. На сайте Республиканской филармонии авторы разместили видеокаталог 14 национальных инструментов. Увидеть и услышать их можно и через книгу. Страницы оживают под прицелом видеокамеры смартфона. И это еще одно направление проекта. Нынешнему поколению, когда они много сидят в телефонах, им это будет очень интересно. А почему важно? Это же наша культура. Инструменты детям интересны. У меня в кабинете есть тоже макет чатхана маленького. Они когда приходят, они постоянно на нем пытаются сыграть. Пока выпущено 100 экземпляров книги. Всем школам республики не хватит, поэтому авторы проекта подумывают над увеличением тиража. В том, что каталог понравится детям разного возраста, сомнений нет. Девятиклассница Катя увлеченно мастерит миниатюрную модель хомыса и читхана. Схемы тоже представлены на страницах издания. Это вообще не сложно, просто вырезать, приклеить, но зато очень красиво и можно посмотреть вблизи. И если нет музыкального инструмента под рукой, рассмотреть, узнать. Такие же мини-модели инструментов теперь есть и у ребят, участников мастер-классов, которые проходят в Краеведческом музее Хакасии. Это финальный этап проекта. Он будет реализовываться до конца года. За это время школьники городов и сел подробнее изучат богатое музыкальное наследие своей малой родины. Наталья Гармашова, Арсений Симонов, Вести Хакасия.